Ингушетия приступила к активной реализации федерального проекта «Активные меры содействия занятости» в рамках нацпроекта «Кадры». Он направлен на обеспечение экономики квалифицированными специалистами и поддержку занятости граждан. Такая информация появилась в телеграм-канале главы региона. В 2025 году на проект выделено более 19,5 миллиардов рублей из федерального бюджета. При этом кассовое исполнение уже достигло 48%. В рамках проекта Министерство труда Ингушетии организует профессиональное обучение и дополнительное образование для отдельных категорий граждан – инвалидов, ветеранов боевых действий и безработных, зарегистрированных в службах занятости. Выделена квота на обучение 8 человек. Однако уже 10 граждан находятся на стадии заключения договоров, а двое начнут обучение с 5 августа 2025 года. Среди предполагаемых специальностей – юриспруденция, управление закупками, логистика и педагогика. Причем обучение проводится как в очной, так и в дистанционном формате. Для эффективной реализации проекта заключены соглашения с ведущими федеральными образовательными учреждениями, включая РАНХИКС, Томский государственный университет и Институт развития профессионального образования. Граждане могут подать заявки через единую цифровую платформу «Работа в России», а центры занятости республики оказывают консультацию и техническую поддержку. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов подчеркнул значимость проекта для развития региона. Нацпроект «Кадры» – это важный шаг в укреплении трудового потенциала республики. Мы создаем условия для профессионального роста наших граждан, что в перспективе позволит обеспечить экономику квалифицированными специалистами и снизить уровень безработицы. Особое внимание уделяется поддержке социально уязвимых групп, включая ветеранов и многодетных родителей. Уверен, что совместная работа с федеральными партнерами даст импульс для устойчивого развития Ингушетии.